single ladies, now put your hands up. Up in a club, we just broke up. I'm doing my own thing. Юля Савичева умеет удивлять. Вот и сегодня ей захотелось слегка окунуться в детство. Поэтому певица отправилась на кухню печь любимые оладьи. Ну а без песни, как говорится, никуда. Когда я готовлю на кухне, я всегда нахожу время попеть, порепетировать что-нибудь. Очень жаль, моя любовь, я точно знаю, не забуду тебя. Мне очень жаль, и на восход я улечу в Москву, Владивосток. Ей всего 23, но она уже эстрадная звезда всероссийского масштаба. Каждый ее день расписан по минутам. Интервью, съемки клипов, записи песен, концерты, гастроли. Сегодня Юля все чаще вспоминает времена беззаботного детства, а именно летние каникулы в гостях у любимой бабушки. Когда я сходила с поезда, уже когда мы прибывали в Курган, бабушка ждала меня уже на перроне и с распростертыми объятиями кричала: «Внученька ты моя!» Когда я выходила к ней, выбегала, точнее даже, она говорила: «Боже мой, как исхудал ребенок-то мой! Вы посмотрите!» И начинала печь вот эти оладушки. Талант у Юли проснулся рано. Ее курганские друзья стали первыми слушателями начинающей певицы. Концерты Савичева закатывала тогда прямо во дворе. Когда я выходила гулять, я очень любила громко петь. Ну, меня еще все просили: «Юля, Юля, спой, спой, а вот это, вот это». И я начинала громко петь. Причем я думала, что если чем громче, тем лучше. Ну, и потом все заканчивалось тем, что баба Женя как раз выглядывала из окна и просто кричала: «Юля, ну-ка хватит кричать, там уже все услышали все, что надо было услышать. Все, голос сорвешь себе». Ты сердце мое, прости за любовь, остыла. Послушай меня, я просто любила. Увидеть популярную певицу у плиты, проворно управляющуюся с раскаленной сковородкой не хуже, чем с микрофоном, дорогого стоит. Впрочем, с венчиком для взбивания Савичева обращается не менее виртуозно. Услугами миксера певица заведомо пренебрегает. Юля уверена, что только вложив душу в готовку, можно получить хороший результат. Вручную взбивать белки – это долгое занятие, но мне нравится. Я помню, как-то даже мозоли натерла себе на пальцах, когда взбивала белки. Специально для нашей программы Юля делится секретом рецепта, казалось бы, такого простого блюда. Оладьи получатся невероятно воздушными, если готовить тесто по принципу бисквитного. И напоследок, не забудьте посыпать оладьи сахарной пудрой и украсить их свежими ягодами. Такие нехитрые тонкости перенесут вас в далекие времена под названием детство. Бабушкины оладушки от Юли Савичевой готовы. Приятного аппетита!